Главный государственный праздник День Республики Южной Осетии отмечают в 25-й раз. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил республику. То есть в момент распада СССР на части Южная Осетия объявила о своем желании стать независимой. Это был тяжелый выбор маленького народа. Выбор, за который пришлось заплатить сотнями человеческих жизней. Для меня 20 сентября самый главный праздник после Дня признания. Ровно 25 лет назад народ Южной Осетии объявил республику, объявил независимость. И мы это сегодня отмечаем. Я имел честь тогда быть депутатом первого парламента, того самого парламента, который объявил республику. Всегда 20 сентября, я где бы я ни находился в мире, в какой бы точке, но 20 сентября я всегда здесь, дома. Несомненно, это было очень трудное решение. Изнутри, находясь вот в этом процессе, мы ощущали мощное давление, сильное давление. Со стороны и Грузии, со стороны союзного центра тогда, вы помните, со стороны тех сил, которые не хотели у нас внутри Южной Осетии таких перемен. Это было очень, очень тяжелое время, но воля народа превыше всего. Народ сказал, а избранники, депутаты, избранники народа, они приняли решение, то решение, которое хотели услышать люди, простые люди, большинство. И поэтому, когда была потом война, то и народ, и правительство, и руководство все были вместе, потому что это было общее решение. Это была общая ответственность за вот то будущее, вот, которое мы сегодня наблюдаем. Все знают прекрасно, что год 1989 был ознаменован тем, что распустили уже депутатов 20-го созыва, уже не было как таковых таких депутатов. Наше правительство там немножко колебалось, конечно, естественно, и туда, и сюда. И поэтому на этой площади и в морозы, и в жару, и везде сидели женщины Южной Осетии. Мы не допускали, чтобы мужчины во время забастовки принимали участие. Поэтому допустить было невозможно, потому что мужчин могут взять, арестовать. А здесь у нас было не принято. И потом уже все эти стулья и прочие переместились к Дому правительства и сидели у входа. Это уже был явный протест, потому что никаких абсолютно шагов мы не могли предпринять без нашего правительства. К сожалению, Грузия уже активно, уже в 1989 году они показали, насколько мы по их мнению, ничтожны в их глазах, и решили устроить нам геноцид. Но я и тогда сказала, в 91 году, и в 90-м году я сказала, пока хоть один осетин будет на этой земле, эта земля осетинская, и наши предки нам ее оставили. И все равно, вот говорят, ну вот они пришли, они хотели мирный митинг. Нет, они не мирный митинг, они нас хотели уничтожить. Создалась необходимость создания республики. Пока, потому что как только провозгласили республику, тут же они нам даже автономию отобрали. Все у нас отобрали. Никаких совершенно государственности, ни символики, ничего у нас не осталось. Они хотели из нас сделать никчемный народ. Но, к сожалению, они ошиблись, потому что наравне с мужчинами женщины встали на защиту своего отечества. И 9 декабря 90-го года показал, насколько мы мужественны и стойки. Это было благодаря первому парламенту и всему народу республики, потому что они все время стояли рядом с нами. Это был один из первых шагов на пути к независимости и международному признанию Южной Осетии. Ежегодно в этот день в республику приезжает множество гостей, а жители отмечают праздник на главной площади Цхинвала. Мира, благополучия, процветания. Я поздравляю свою страну, пожелаю мира, добра. Праздник есть праздник, пусть все радуются. Я люблю свою страну, тут много детей. Свой официальный визит в Южную Осетию на празднование 25-летия создания республики президент Абхазии начал со встречи со своим юго-осетинским коллегой. Рауль Хаджинба поздравил Леонида Тибилова и народ Южной Осетии с праздником, отметив, что наши страны сегодня строят основы, которые позволят будущим поколениям говорить, что их предшественники сделали все, чтобы сохранить свободу и независимость. Разрешите мне от имени абхазского народа, от имени той делегации, которая со мной, поздравить вас, вашу республику, весь осетинский народ с 25-летием.
вашей республики. Для нас важно то, что мы с вами делаем. Делаем в взаимоотношениях наших народов. Мы сегодня строим такие основы, которые позволят нашим будущим поколениям говорить о том, что наши деды, прадеды сделали все для того, чтобы наши народы сохранились. Сегодня трудно, конечно, говорить в свете тех процессов, которые происходят в мире, о многих проблемах, о решении многих проблем, которые стоят перед нами. Но я не сомневаюсь, что у нас есть главный союзник, стратегический партнер, который содействует процессу становления наших государств. И не сомневаюсь, что это будет и впредь. И наши отношения между Южной Осетией и Абхазией, развиваясь, создают возможности расширения наших экономических потенциалов. Приветствуя Рауля Хаджинба на осетинской земле, Леонид Тебилов не мог не вспомнить поддержку и помощь абхазского народа все эти 25 лет. Если бы рядом с нами не было наших братьев-абхазов, которые прошли тот же путь, нам было бы трудно выдержать все испытания, сказал президент Южной Осетии. Мы строим свою республику, укрепляем ее, и нам одним, конечно, было бы тяжело, если бы не наши братья. Братьями мы считаем, в первую очередь, я ни от кого не скрываю, братский абхазский народ, который так же, как и юго-осетинский народ, прошел тот же путь, который пройден Южной Осетией, нашим народом. Я рад приветствовать вас, Рауль Джункович. Мы, конечно, будем делать все возможное для того, чтобы те отношения, которые складываются между нашими государствами, они наполнялись новым содержанием, которое будет отвечать интересам наших народов во имя того, чтобы они наконец-то приобрели покой, как говорится, и чтобы наши свободные страны двигались по тому пути, который выбрал народ. На встрече глав государств присутствовали ветераны войны Абхазии и Южной Осетии, многочисленная делегация из республики. За большой личный вклад в развитие и укрепление отношений, дружбы и сотрудничества между народами Абхазии и Южной Осетии Леонид Тебилов наградил Рауля Хаджинба орденом дружбы. Во знаменование 25-летия Республики Южная Осетия были также награждены ряд членов делегации Абхазии. Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боцев, секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба, председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Бадри Агарба, начальник управления протокола президента Абхазии Дауркова. В завершении встречи Рауль Хаджинба вручил Леониду Тебилову памятные подарки. Было приятно видеть сегодня ребят, которые стояли в национальной одежде. Я думаю, и президент может одеть. До начала военного парада президент Рауль Хаджинба посетил посольство Абхазии в Южной Осетии, где и провел встречи с журналистами. Глава государства говорил о взаимоотношениях двух братских народов. По мнению Рауля Хаджинба, взаимодействие Абхазии и Южной Осетии должно выйти на новый уровень. Ехеум барзалшадзом, араа, имя пыргаз, авриурстула, арцерхрана, аусква, дарадза, кырдза, и напшват, и ратыглазаща. Пханисхона, дзюмен гага кором, газа проблема кором, артгыла ризчко, югоп. Дароу чопшина, араа, ирзынамыгдзаз, араа петаглазаща, дергия хермухоз, аха, харахахки убревиза таглазаща, ехам гардивш, аха, юм барзалшадзом. Уевица сухие урхор апара, это глаза ще илосный шачапсахва. Раа, что и убар пиго. Ехя авенткар абряра ишкутюги, ера акала кевра хахиоги, хпхедзаралаги, ваапсырлаги и рацведзам. Ахауа, ругвакнун традзагван, ругвакум чридзагван, аргылары ечуп, анхаре ечуп, руинкашук тыргулот, уйдарадзе угушнахар рипшьо.
Рауль Хаджинба не раз бывал в Цхинвале и впервые в статусе первого лица государства. Сравнивая свои впечатления от прошлой поездки с нынешней ситуацией в республике, он не мог не отметить положительную динамику в восстановлении города, налаживании жизни людей. Тогда, когда я был последний раз, тоже были видны раны войны, но это были раны, которые заживали. Уже тогда многое было, что сделано. Сегодня видно, что вот даже за короткий промежуток после 2008 года многое сделано, многое изменилось. Даже то, что мне сегодня говорили о том, что вся инфраструктура, водоснабжение, газоснабжение совершенно по-другому представлена в Южной Осетии. Она даже лучше, чем у нас в Абхазии. Но это было сделано при содействии Российской Федерации. Это очень качественные работы на сегодняшний день, то, что мне объяснили. Но и есть ошибки, которые нам тоже нужно учитывать в Абхазии. И поэтому я думаю, что облик Цхинвала меняется. Меняется в лучшую сторону. Вы видите новые здания, здания, которые отремонтированы, те же спортивные площадки, те же возможности, которые создаются для молодых людей. Я надеюсь на то, что через какое-то ближайшее время здесь будет совершенно другая ситуация. Ясная солнечная погода и праздник царит в Цхинвале повсюду. Жители города в своих домах включили громкую музыку. Все песни патриотические. О Цхинвале, о свободном народе Южной Осетии. Повсюду флаги Южной Осетии и России. Для жителей республики 20 сентября – очень важный праздник. День становления республики. Уже к 12 часам дня площадь Свободы в центре Цхинвала была заполнена. Здесь собрались жители города, множество гостей, военные, ополченцы, борцы за независимость 1990 года, ветераны войны. Военный парад освещали представители многочисленных зарубежных и местных каналов, корреспонденты газет и агентств. Один из ведущих российских каналов транслировал мероприятие в прямом эфире. На трибуне рядом с президентом Южной Осетии разместились президент Абхазии, главы Донецкой и Луганской народных республик, представители российского руководства и северокавказских регионов. Под звуки гимна республики на площадь внесли государственный флаг Республики Южная Осетия. Торжественный марш открыл отряд барабанщиков кадетской школы. Перед трибуной также прошли парадные расчеты Минобороны, МВД, МЧС и погранслужбы Южной Осетии. Впервые в мероприятии приняли участие женщины-военнослужащие Министерства обороны и сотрудницы Министерства внутренних дел. По театральной площади стройными рядами прошли военнослужащие российской военной базы погрануправления ФСБ. Поздравляю с 25-й годовщиной образования Республики Южная Осетия. Ура! 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 Участники которого простые, скромные люди, профессия которых Родину защищать. Мы горды тем, что живем с этими людьми. Конечно же, сердце наполняется гордостью за сегодняшний праздник. Это усилие всего народа Южной Осетии. И в этом есть и большая заслуга братского абхазского народа. Наши народы как два брата-близнеца, и мы должны гордиться этим, потому что эти победы, эти праздники, которые есть на территории Южной Осетии, на территории Абхазии, они наши совместные. И мы никогда не должны забывать, какой ценой, какой кровью нам досталась независимость наших государств, признание государственности наших народов. И мы должны всегда ценить это. Мы должны ценить мир и всегда должны помнить тех людей, которые ценой своей жизни, огромных усилий добились этой великой победы и подарили всем нам такой большой праздник. В этот день я хочу поздравить не только своих братьев и сестер в Южной Осетии, но хочу поздравить своих братьев и сестер в Абхазии. Хочу пожелать вам мира, добра и процветания вашей прекрасной и любимой, но очень сильно Абхазии. В параде участвовали 800 военнослужащих, на 200 человек больше, чем в предыдущие годы. В механизированной колонне перед трибуной проследовали образцы военной техники, состоящие на вооружении вооруженных сил Южной Осетии и российской базы. В их числе реактивные системы залпового огня «Град», БТР-80, артиллерийские и зенитные установки. Запрещенного десантного и боевого в средней, а моторно-трансмиссионного в кормовой части машины. Штатный экипаж БТР-80 состоит из 3 человек. Командира отделения, механика-водителя. Удушающая дальность прямого выстрела. Она активно и успешно использовалась в Великой Отечественной войне.
учения. Давно состояла на вооружении советской армии, послужила базой для создания семейства научных противотанковых. В рамках празднования 25-летия республики в Схинвале состоялась церемония открытия Национального музея, в котором участвовал президент Рауль Хадженпа. Музей площадью более 2000 квадратных метров включает в себя 2 выставочных зала, библиотеку, реставрационную мастерскую, конференц-зал. В Национальный музей переехали и экспонаты бывшего музея боевой славы. Здесь под витринами хранятся фотокарточки участников Великой Отечественной войны, пожелтевшие от времени письма с фронта. Ари музея ахыцуп стыла хамтыз бетурых ябагуб хузухарал шойтарага дзыргоп авапс жиларджинчтула пейбешрейпш ахюнткар разыхразлох тыскорту зырбо экспонатку. После открытия Национального музея президент Абхазии принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия Республики Южная Осетия. В мероприятии приняли участие представители осетинской диаспоры Турции и многих регионов Российской Федерации. От имени народа Абхазии всех жителей Южной Осетии с праздником поздравил президент Рауль Хадженпа. Он выразил радость успехам братского народа и пожелал жителям республики процветания. Современный мир вступил в полосу потрясений и тектонических сдвигов, связанных с формированием новой полицентричной системы мироустройства. В этих условиях перед нашими государствами встают новые вызовы и угрозы, в частности, связанные с обеспечением широкой безопасности для наших народов. В этой связи нельзя не отметить предпринятые меры по качественному укреплению нашего союзничества с Российской Федерацией, выраженные в подписании соответствующих договоров. Не сомневаюсь, что эти документы позволят вывести обеспечение безопасности и обороноспособности, а также социально-экономическое развитие Абхазии и Южной Осетии на качественно новый уровень. Это достойный современный ответ на любые потенциальные угрозы и вызовы. Сегодня Южная Осетия уверенно идет по пути укрепления стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Мы рады успехам братского народа. Убежден, что все задачи, которые ставит перед собой руководство и народ Южной Осетии, будут достигнуты. Позвольте пожелать вам, наши юго-осетинские братья и сестры, мира и процветания. С праздником, с Днем Республики. Спасибо. По приглашению Фонда поддержки раненых Южной Осетии во всех праздничных мероприятиях участвовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии. За эти дни они посетили множество могил погибших, места боевых действий. Пожелания братскому народу процветания, долгие лет жизни, чтобы они свою государственность пронесли долгие-долгие времена. Хочу сказать, благодаря нашему президенту Фонда инвалидов войны Осетии, который нас пригласил, мы поездили по святым местам Осетии. На самом деле, еще раз убедились, что Осетия является музеем под открытым небом. Это на самом деле очень трагично. Мы были, находились место сожжения автомобилей, там так сделано все, что на самом деле аж дрожь берет. Очень тяжело на это все смотреть. То, что устроили грузины. تبقى حد البيت خوشكا أنا شاحسك بس عاكل وفجيس ميالس كتب حلقني حد البيت واحنا رختي وهنا دار عيش حرب شو وحوزر عيش شو حوزر حرام حي بشر دار شو حرا يناموا يا حي حلش العلاب خوشكا ححسك ويجي رخشرة خوشك رخشرة على يا حي هنا خروط وابس بلوجة يعني خروط أجيب يا أخي أحمد كار ش قلوا شو هذا يحبز هذا يمشي يحبز خكويت رمو بتو أكسنا يدقونا عيسن خريجو يرزق حشريح تخو أبستازر بزيه يا أخي بزين يغوب حريق برغر بيغوب إزبان زراعي بشر شقزجي عيد قل الرمو بأو يرمو بزيج رمو بخابري عيد بشر كيس دار ووقرت يوبز ولكو أرجو إزبان زر أنا حقني زي قش بيت ماشينك أخوش كتاب بلنا نحني دشك حضر بيت رحني أنا أخي أبامني كويس أخي حرلو ببريق وجبوت يرزق شو تزيجريق أبستازر بزيه نزويس بالرمو بزيج رمو بشترزان خز أو يروب يرزان خز وبريد شريطة
Праздник завершился большим концертом на главном стадионе Цхинвала. Несмотря на поздний вечер, свободных мест здесь не было. Жители столицы, да и все гости республики ждали грандиозного шоу. И организаторам удалось его сделать. Необычная задумка – разделить поле на две части, в каждой из которых детские танцевальные коллективы показывали историю Южной Осетии посредством танца. Так что все было понятно без слов, пришлась зрителям по душе. В центре стадиона расположилась сцена, на которую к середине праздника вышли руководители ансамблей 3 республик – Шаратын, Вайнах и Сим из Абхазии, Чечни и Южной Осетии. Каждый из них приветствовал гостей и поздравлял Осетию с праздником на родном языке. Ишуда хнахолод, ехатви агурхара ишуму, ишзега хшует, агубзира, агбамч, наске, атенчра. Первыми на сцену вышли хозяева. Ансамбль «Сим» исполнил так любимый нами осетинский танец. Ансамбль «Шаратын» исполнил искрометные зажигательные абхазские танцы, старинный танец абхазских дворян и многое другое. Зрители, не переставая, аплодировали. Каждый танец сопровождался бурной реакцией. Публика не просто благодарила танцоров, а приглашала, требовала продолжения блистательного абхазского танца. Завершился этот знаменательный для Южной Осетии день награждением наших и юго-осетинских ветеранов. Ордена «Честь и слава» также удостоен заслуженный врач республики Николай Хагоев. Так как у нас испокон веков с одним врагом проблемы были геноциды с грузинским агрессором, мы наконец-то завоевали свободу за независимости. При этом инвалиды не делят друг друга по национальности, абхаз или осетин. Разрешите наградить защитника Абхазии, героя Абхазии Джопува Роланд Шалалиевича. Президент Абхазии изменил план своего северокавказского турне и с учетом ранее имевшегося приглашения совершил краткий рабочий визит в Северную Осетию по пути из Цхинвала в Сухум. Во время небольшой прогулки по утреннему Владикавказу Рауль Хаджинба посетил Национальный музей, где ознакомился с экспозициями, посвященными истории Осетии. Глава государства с интересом рассматривал выставленные экспонаты, время от времени расспрашивая об их происхождении и месте находки. Вы знаете, впечатляет то, что история сохранилась, что осетины дорожат своей историей. Это уникальные предметы, которыми нужно гордиться любому народу, у кого они сохранились. Тем более, что я думаю, что абхазы и осетины имеют достаточно общую историю. У нас даже нартский эпос очень схож. И говорить о каких-то, понимаете, отношениях, которые, вроде бы как бы нас разводят, далеко в истории не приходится. Это история общая, история наших народов. Впечатляет. В Доме правительства состоялась встреча президента Абхазии с главой Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Были обсуждены вопросы экономического и культурного сотрудничества. Рауль Хаджинба приехал в гости не с пустыми руками. Картина с видом набережной Сухума отныне будет находиться в Северной Осетии. Затем в зале заседаний главы Северо-Осетинской республики Рауль Хаджинба вручил боевые награды добровольцам из Осетии.
За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, 10 человек были награждены медалью за отвагу. Указом президента Абхазии за особую храбрость ордена Леона был удостоен командир разведывательного отряда Алан Дауев. Указом президента Республики Абхазия за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, награждены орденом Леона Дауев Алан Феликсович. Двое добровольцев, Руслан Доев и Роберт Жусоев, награждены посмертно. Рауль Хаджинба вручил медали сестре и супруге погибших. Те, кто сложили свои головы во имя абхазской земли, во имя абхазского народа, должны оставаться в памяти людей, живущих сегодня, в памяти подрастающего поколения. Их имена должны передаваться из поколения в поколение, сказал Рауль Хаджинба. Дорогие наши братья, я не могу по-другому к вам обращаться, потому что мы с вами прошли через горнило войны. Мы очень близкие народы. Наша боль и боль юго-осетинского народа – это боль всего Кавказа. И мы часто говорим, горы нас сближают, горы нас объединяют, у нас общая судьба. И те, кто сложил головы свои в Абхазии во имя абхазского народа, во имя земли абхазской, должны оставаться в памяти людей, живущих сегодня, подрастающих поколений. Их имена должны передаваться из поколения в поколение. И хочу, чтобы вы, те, кто здесь сегодня есть, родители ребят погибших, знали бы, что в Абхазии вас любят, вас ждут, и эти отношения мы должны укреплять и наращивать. Был какой-то период, к сожалению, когда, наверное, отсутствие возможностей в Абхазии не позволяло это делать. Мы сегодня поднимаемся с колен, мы создаем возможности экономического роста, мы ждем вас, мы хотим видеть у нас вас не в качестве гостей, а в качестве наших братьев, которые приедут к нам, будут готовы с нами работать, жить, создавать условия для того, чтобы развивался малый, средний бизнес, включались бы в те процессы, которые есть в Абхазии. И мы, в свою очередь, готовы быть рядом с вами в строительстве государства. И хотим, чтобы эти отношения складывались таким образом, чтобы никто не мог бы нас разделить. Успехов вам! В свою очередь Тамерлан Агузаров поблагодарил Рауля Хаджинба за память и уважение к осетинским добровольцам. Президент Абхазии высказывает одну очень важную и очень фундаментальную мысль. Эта мысль заключается в том, что народ Абхазии и народы Осетии – братья. Братья, и это братство, эта дружба уходит в глубокую историю. Мы прекрасно знаем и понимаем, что наши братья, наша молодежь, наши герои в то трудное время, когда Абхазии, молодой республике, была необходима помощь, они выехали в республику, они находились плечом к плечу со своими братьями, абхазами. Они помогали в Абхазии устанавливать закон и справедливость. Я очень благодарен ему за эту память. Все награжденные в один голос благодарили за то, что их помнят в Абхазии. Помнит братский абхазский народ. Этот день для нас очень вообще-то исторический, потому что президент Абхазии еще не был у нас здесь, во Владикавказе. Это точно, с официальным, тем более, визитом. Но самое главное для нас, это с его рук ребята сейчас получили награды. Мы еще это будем обсуждать много-много. Сейчас этим днем пока сказать многое не сможем. Но для нас это очень важный день. Приятно. Я вообще еще, как только узнал, что это событие будет, эти дни для меня такие стали действительно исторические. Тем более знаем, что Абхазия нас не забывает. Сами бываем на всех мероприятиях, конечно. И будем сейчас на Дне Победы. Это для нас самый главный праздник. Уже хочется воспользоваться и поздравить
заранее народ Абхазии, всех ветеранов, всех добровольцев, участников с этим праздником, который будет вот сейчас у нас 30 сентября. Так что будем у вас, будем праздновать с вами вместе. После инаугурации мы уже собирались уезжать домой в Осетию. И его, как секретарь, нас попросил остаться. Он говорит, с вами хочет встретиться. Ну, единственный президент Республики Абхазии, сколько мы там находимся, который нас принял, с которым мы пообщались лично. В дальнейшем, чтобы самое главное мира, а потом уже, чтобы экономически на ноги уже лучше встали и вперед с победой. На этом официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджинба в Южную Осетию и Северную Осетию Аланию, который длился 4 дня, завершился. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение.